Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и очень добрую помощь. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что именно сейчас происходит у вас за спиной? Какие секреты, тайны, драмы сейчас за вашей спиной разворачиваются? Загадайте, пожалуйста, на себя и именно загадайте в моменте здесь и сейчас. Спросите от своего имени, что именно сейчас происходит у меня за спиной, чего не вижу, о чем не знаю, о чем не догадываюсь. Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Неожиданно. Мои хорошие девушки, женщины, к вам обращаюсь. Вижу, что какого-то мужчину накручивают против вас. Причем не просто накручивают. Здесь как будто бы какой-то поток 24/7 таких грязных слов, обвинений в вашу сторону. Мужчину хотят от вас отвадить. Мужчине хотят внушить чувство злости, ненависти и даже какой-то брезгливости по поводу вас. Говорят очень страшные вещи. Говорят, что вы там гулящая, что вы пьющая, что вы алчная, что вы там даже руки у вас грязные, да, в плане там нечиста на руку, да, в таком плане. Страшные вещи говорят. Здесь говорит женщина, причем женщина, которая этого мужчину либо себе хочет, либо около себя удержать хочет. То есть развернуть его, отвернуть от вас, развернуть к себе, либо просто, чтобы он рядом с ней был. Да, может быть, это соперница, может быть, это его мама, не знаю, какая-то родственница, женщина. Страшные вещи о вас говорит, а он молчит. Он молчит, да, он ее слышит, но он ее, судя по всему, то ли не слушает, то ли как бы он пытается как-то осознать, что ли, эту информацию. Но мы с вами знаем, что капля и камень точит, да, если постоянно ему на уши капать, какая вы плохая, мерзкая, бестолковая и опасная, он в это поверит. Девочки, у вас сейчас есть прекрасный шанс, возможно, даже поэтому вы попали на мою отсыпку, может, ангел привел, да, чтобы вы об этом узнали. То есть момент, когда вы можете вмешаться, момент, когда вы можете этого мужчину не пускать к этой женщине, либо какие-то контрвыступы делать, да, то есть вы можете, хотя бы себя защищать, вы можете с этим мужчиной, там, не знаю, по душам поговорить, да, что-то там объяснить. Я вижу, что мужчина к вам тянется. Но то, что ему про вас говорят, это настолько страшно, это настолько ужасно. И это постоянно говорится. То есть где-то эта другая женщина его там перехватывает, может, она ему смсит, может, она ему постоянно там звонками, да, постоянные звонки от нее. И она ему все рассказывает, какая вы плохая, какая вы там никчемная, гулящая, 5-10, да, вот такие гадости говорит. Очень опасная ситуация именно сейчас сложилась. Да, может быть, вы скажете, что мужчина, если он там поверит, значит, он дурак, но с другой стороны, понимаете, люди ведь, которые ни перед чем не остановятся, они ведь могут пойти и на подкуп, да, кого-то подкупить, типа свидетель придет и скажет, да, я видела, она там с мужиками каталась, да, либо с мужиками там сношалась, либо могут даже подделать какие-то фотографии, там все что угодно можно сделать, тем более в наше-то время, господи, тут все эти искусственные интеллекты такие вещи творят, поэтому вам нужно вмешиваться, и вам нужно за этого мужчину бороться, за уши этого мужчины бороться, понимаете? Я вижу, что он вас любит, и я вижу, что он хочет быть с вами. Но такие гадости, которые льются в его уши, понимаете, они даже нормального, здорового человека дураком могут сделать. И опасная ситуация сложилась, опасная.
Здесь у вас, знаете, как все на волосинке уже висит. Ваши отношения с ним висят на волосинке. Но за счастье, за любовь надо, девочки, бороться. Кому-то это достается так, да, на ровном месте. Бери и будь счастливой. А вам нужно будет бороться. Ну, если вы хотите со своим любимым мужчиной дальше вместе быть, да, вместе в семье, либо в отношениях быть. На вас идет атака. Атака, которая вот из лживых, обманчивых слов. То есть подрывают вашу репутацию и про вас говорят просто поганые вещи. Так мне показали. Дальше, мои хорошие, с правой стороны. Здесь, скорее всего, от родственников вам нужно чего-то такого ждать, не очень приятного. Они хотят за ваш счет что-то сделать. Ну, то есть они могут просить, чтобы вы что-то оплатили, либо на что-то типа якобы скинулись. На самом деле никто скидываться не будет, кроме вас. Здесь хотят вас то ли разжалобить, историю такую душещипательную, чтобы вы растрогались, чтобы вы вот последнее отдали. Ну, в общем, хотят вас развести на деньги. Вот так мне идет. Это, конечно, очень плохо. И мне жаль, что я вам об этом сообщаю. Но, тем не менее, вы зашли на эту отсыпку, вы должны об этом узнать. В ближайшее время от родственников придет такая протянутая рука, типа дай денег, да, помоги. Вот, сразу хочу сказать, что здесь жажда наживы. Ну, хотят на вас нажиться просто. Вот решили, что у вас есть, решили, что вас легко можно разжалобить, обвести вокруг пальца и будут пробовать, будут рассказывать душещипательные истории, чтобы вы прям там растрогались, расплакались и последнюю денежку им отдали. Не могу сказать близкие родственники, дальние родственники, ну, в общем, здесь таких людей показали. Они сейчас это все обсуждают, как будто бы готовятся, как будто бы план такой строят, что вот мы придем с протянутой рукой, будем просить у нее, а она добрая, она даст. Вот так мне идет. На самом деле это просто жажда наживы. Может быть, им и не надо столько. Просто вот как... Может, они узнали, что у вас премия, не знаю, узнали, что вы что-то продали, что у вас там деньги какие-то пришли. Они такие, о, надо нажиться, да? Хороший вариант, нельзя его упускать. А может, хотят на ваши деньги праздник себе устроить, да, погулять, либо вообще куда-нибудь поехать. То есть с протянутой рукой родственник один кто-то придет и будет вас жалобить. Хотя в сговоре здесь несколько человек, так мне показали. И еще на работе кем-то из вас очень сильно недовольны. Недовольны тем, что вы честный человек, и тем, что вы свою работу делаете, ну вот, и от души, и по любви, и абсолютно правильно делаете. Не нравится это кому-то, потому что вы не даете этому человеку то ли воровать, то ли вы не даете там отлынивать, допустим, да, возможно, есть у вас такой сотрудник на работе, который часто пытается отлынивать, а вы такая, так, куда пошел, куда пошла, а работать кто будет, да, я начальству расскажу, если ты не будешь работать, а будешь гулять. А может быть, человек хочет воровать, да, а вы всегда рядом, либо вы там все тщательно считаете, пересчитываете, там кассу пересчитываете, и вы этому человеку воровать не даете, да, вы как помеха, как кость в горле. Вот, этот человек крепко задумался, что же с вами такое сделать, да, чтобы от вас вот как избавиться, что ли. Может быть, даже в чем-то вас, я не знаю, обвинить, какую-то свою провинность на вас кинуть, либо как-то выставить вас не в адекватном каком-то свете перед начальством. Кто-то, кто то ли ниже вас ростом, то ли человек моложе вас возрастом. Вот этот человек задумал. Знаете, такая вот опасная крыса, можно сказать, да, любит крысятничать и вот пытается от вас избавиться, потому что вы крысятничать не даете. Вот, будьте поосторожнее, и если вы знаете, что кто-то замешан в каких-то неправомерных действиях, либо кто-то отлынивает от работы, напишите докладную, да, пойдите к своему начальнику, переговорите, хотя бы вербально, на словах объясните, что сложилась такая ситуация, меня она напрягает, мне это не нравится, и я хочу вас поставить в известность. Иначе может быть такой шахер-махер, что все стрелки перейдут на вас. Понимаете, пока вы кого-то жалеете, какую-то крысу жалеете, склонную к предательству, к воровству, к такому вот безобразному поведению, эта крыса может действительно все перекинуть на вас. То есть таких людей жалеть нельзя, либо себе дороже будет. Да? Идите лучше сейчас поговорите, объясните ситуацию, объясните, что вас это волнует, объясните, что хотите поставить в известность. Как бы надо себя обезопасить, так мне идет. И еще по поводу конкуренции.
у кого-то дело свое есть, и у вас есть конкуренты. Конкуренты, которые, ну, такие, знаете, нечестные, нечистые на руку. Вы из-за них переживаете. Но здесь показано, что ваши конкуренты сейчас в каком-то ужасном патовом состоянии. И на поверхности это все не видно, да? Это все происходит у них там в жизни за закрытыми дверьми. У одного конкурента там что-то личная жизнь трещит по швам, у другого конкурента там, ну, в бизнесе уже какие-то проблемы, там, долги какие-то мне показывают. У третьего там третья проблема, понимаете, тут, ну, опять же, все разные. Ваши конкуренты, кто бы они ни были, у них сейчас патовое положение, у них лодка дала течь, их лодка дала течь. То есть они идут ко дну, вот так можно сказать. Пока этого не видно, да, потому что пробоина, она где-то там под водой находится, но вода уже подступает. Вот, за своих конкурентов не волнуйтесь, делайте свою работу, делайте, как делали, ни за что не переживайте, время все расставит по своим местам. И я вижу, что у вас, ну, буквально там в течение, не знаю, там 30 дней, может, чуть больше, чем 30 дней, именно в вашем бизнесе ситуация прям пойдет вверх, прям выровняется, и график пойдет вверх. А конкуренты будут тонуть, просто на ваших глазах будут тонуть один за одним. Так, знаете, буль, 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 все. И конкурентов ваших просто вот вода поглотит, проблемы поглотят. Вы за них не переживайте, на них не оглядывайтесь, их дело пропащее, а ваше дело успешное. Вот так вам показали. Вот, меньше о них думайте, меньше переживайте. И в гонку конкурентную, пожалуйста, не вступайте. Им ихнее, вам ваше. Да? Вы поняли, не надо ничего там ругаться, не надо пытаться кого-то там опередить, либо подстраховаться. Нет, делайте то, что должно, и поверьте, вас ждет успех. А ваши конкуренты все будут булькать. Это вот четко показали. Лодка уже дала течь, уже наполняется водой. И еще, мои хорошие, показывают мужчину, который вас обманывает. Говорю, как есть. Этот мужчина говорит вам про себя небылицы, сказки рассказывает. Но он себя оправдывает тем, что он хочет вам понравиться. Он хочет, чтобы вы, ну, обратили на него внимание, либо ваше расположение заслужить. То есть, грубо говоря, он выдает себя не за того, кем является на самом деле. То есть он вам может говорить, что я свободен, на самом деле он женат. Он может говорить, я богат, на самом деле он в долгах. Он может говорить, у меня нет детей, на самом деле там целая футбольная команда, да, 7 по лавкам сидят. То есть мужчина, который нечестный, он пытается с вами построить отношения на лжи. И мне почему-то кажется, что это все у вас по проводам идет. То есть в интернете, скорее всего. Интернет-знакомство. Вот. Не спешите влюбляться в этого мужчину, не спешите доверяться этому мужчине. Там явно, ну, что-то не так. Что-то не так. Есть правда, которая вам не понравится, правда, которая вас может разочаровать, правда, которая не позволит вам быть вместе. Ну вот прям показали. Может быть, даже он и фотографию чужую к себе там взял на аватар, да, это не он, это не его фотографии. Вот, может, он прям совсем плохо даже выглядит. Он просто пытается вам понравиться. Вы классная женщина, вы шикарная женщина, вы желанная женщина, вы манкая женщина, да, поэтому он, значит, пустился в эти все тяжкие. Хотя, с другой стороны, ну, блин, ну, ты же себя знаешь, да, если ты не можешь развестись, у тебя там семья, дети, долги, кредит, куда ты лезешь, да, ну, вот зачем это все? Ну, понятно, хочешь любить, но о женщине подумай, да, вот зачем ей разбивать сердце, зачем начинать отношения с обманом, к чему это приведет, ни к чему хорошему. Ну, в общем, девочки, я вас предупредила. Мне кажется, что в интернете, в соцсетях где-то вы вот с ним в таком месте общаетесь. Он вам красивые слова говорит, там сказки про себя, что я прям там круть-верть, самый успешный мужчина на свете, завидный жених, но на самом деле это все не так. Дальше показывают, что кто-то ошибается и вас пытается тоже ввести в заблуждение, давайте так скажем. Кто-то из ваших то ли подруг, то ли друзей, может быть даже родственников, как будто бы попал на крючок, либо в капкан мошенников, и этого не понимает. И вас туда с собой тянет. Там какое-то обещание мне идет, обещание, может быть обещание там чудо, может быть обещание каких-то шальных денег, каких-то шальных возможностей, там, не знаю, устроиться на работу шикарную, ничего не делая, деньги грести лопатой, либо там исцелиться за один сеанс, либо одной таблеткой, да, вот в таком ключе.
Человек уже крепко попал в лапы мошенников и вас с собой пытается тянуть. Смотрите. У вас, конечно, очень сильная интуиция, но вы можете игнорировать свою интуицию только лишь потому, что это ваш друг, это ваша подруга, это ваша любимая родственница. Да? Потому что вы привыкли доверять тем, с кем вы имеете дела, с кем вы дружите, с кем вы в родственной связи состоите. Вот здесь показано, что ваш родственник, он очень многое потеряет, ну, либо ваша подруга очень многое потеряет. А вам нужно быть умнее и любыми способами, путями отказываться от таких вот супер заманчивых предложений. Ну, потому что это все развод, это все мошенничество. Если ваш друг, подруга, либо родственница что-то делают, это не значит, что и вам нужно этим заниматься. И если человек уже стал жертвой мошенников и ничего не хочет слушать, да, ничего не хочет проверять, человеку все равно, там, может быть, даже человеку что-то дали, человек говорит, вот, видишь, это деньги, это все замануха, это все мошенничество. Вам туда точно идти не надо. Откажитесь под любым предлогом, придумайте что-нибудь и не идите. А вот родственнику либо подруге уже не поможешь. Там уже будут потери. Ну, возможно, этому человеку нужно понести эти потери для того, чтобы в будущем быть более умнее, опытнее, грамотней. Так тоже иногда бывает. Да? Судьба может проучить. Ну, такой тяжелый урок преподнести. Дальше показано, что вам из дома ничего не нужно давать и раздавать. Особенно то, чем вы пользовались. Ну, допустим, да, у вас есть какие-нибудь старые вещи, которые, ну, уже там не модные, либо вам фасон не нравится, разонравился. Может быть, в принципе, вещь изначально была куплена, вы там пару раз ее одели и понимаете, что, ну, не будете носить, да, вам некомфортно в этой вещи. Также это могут быть всякие гаджеты, да, которыми вы уже не пользуетесь. И также это могут быть там всякие предметы обихода, допустим, да, какая-нибудь там вазочка, которая у вас там пылится без дела, и вам ее поставить некуда, и вы думаете, кому-нибудь подарю. Вот просишь, чтобы вы никому ничего не отдавали. Здесь какая-то женщина как будто бы охотится за вашими вещами. Ей нужны ваши вещи, чтобы делать на них, ну, либо переклады, либо крадники. Понимаете, что одно, что другое – это ужас, это страшно, это неприятно. Такое не должно с вами случиться. Вас хотят предупредить. То есть, если переклад, то она на вашу вещь переложит, на вашу энергетику все свои проблемы, свои долги, свою старость, свою болячку, да, все это переложит, а вы потом, о, откуда у меня долги, ой, откуда у меня болезнь, да, потому что переклад произошел. И также могут быть действительно крадники, когда через вашу энергетику, через вашу вещь, которую вы носили, будут тянуть с вас все. Вот все, что захотят, то и будут тянуть. Вот, желательно никому ничего не давать. Вы можете продавать свои вещи. Вот продавать можно, вот когда за деньги, когда у вас идет этот обмен, да, когда сделка происходит. Вы вещь, а вам деньги. Это сделка. Уже на такую вещь ничего не сделаешь. А когда вы своими руками человеку просто даете, дарите, вот тогда можно. Можно и такие страшные вещи делать, что ой, я лучше про это не буду вам говорить. Никому ничего не давайте. Продавайте. Хоть за копеечку, но продавайте. Но не давать. Ни в коем случае просто так не давать. Это очень важно. Какая-то женщина прям охотится. Вот ей нравится, как вы живете. Вот она хотела бы быть, как вы, хотела бы жить такой жизнью, как вы, хотела бы быть молодой, красивой, здоровой, успешной, энергичной, понимаете? Хотела бы семью такую, как у вас, да, вот ей хочется. И она знает, что можно сделать такой черный обряд для того, чтобы вам навредить. Женщину показали. Не показали, кто она, не показали. Но она охотится за тем, что принадлежит вам. И да, свои вещи без присмотра тоже не оставляйте. Потому что если она что-то у вас украдет, уведет, унесет, то может на эту вещь сделать гадость. Вот. Береженого Бог бережет, вас предупредили. Так, какую-то важную то ли бумагу, то ли письмо где-то потеряли. Если вы ждете от кого-то ответа, если вы ждете каких-то документов, нужно о себе напомнить, потому что мне идет, что где-то вот потерялся какой-то документ, потерялась какая-то справка. Там, скорее всего, халатность сотрудников. Ну и также, может быть, да, там слишком много документов, да, кто-то там толкнул, шпульнул, да, и оно как бы затерялось. Может, даже выпало. Просто вот человек переносил документы, выпал документ.
надо о себе напомнить, потому что ждать вы будете ровно вечность, если о себе не напомните. Что-то потеряно. А если о себе напомнить, они начнут искать, поймут, что нету, да, и сделают новый, там, либо дубликат сделают. Вы сэкономите время и нервы. Лучше о себе напомнить и не ждать до посинения, ни в коем случае. И еще показывают какую-то бумажку, которую нужно куда-то отнести и деньги отдать. Может, это квитанция какая-то, либо это счет на что-то. Про эту бумажку не забудьте. Не забудьте, иначе проблемы могут быть. Проблемы, и ваш сон станет грустным. То есть там могут штраф вам еще впилять, и еще могут какие-то санкции против вас принять. Там ни в коем случае нельзя задерживать. А если у вас не получается оплатить, то вы, наверное, все равно должны как-то прийти объяснить свою ситуацию, может, какую-то объяснительную написать, но ни в коем случае не пропускать день оплаты. Бумажку вот мне показали, по которой вам нужно идти. Это важно, займитесь именно сейчас. Успейте до праздников это сделать, это очень важно. А то, казалось бы, да, какая-то обычная квитанция, там небольшая сумма, и очень много проблем может принести, если не оплатить, если вовремя не сделать. Может быть, даже это какой-то штраф, если вы вводите, например. Большими проблемами это может обернуться, поэтому вас предупреждают. И еще, мои хорошие, показывают мужчину, который взял курс на вас. Почему я так говорю? Этот мужчина, он либо ловелас, либо он такой, знаете, старый проказник, почему-то хочется сказать. Может, его так называют, либо у него такая биография, такая репутация. Мужчина, который не пропускает ни одной юбки, либо он коллекционирует победы над красивыми женщинами. А вы очень красивая женщина, вы очень привлекательная, вы, знаете, как это, звезда в том обществе, в котором вы находитесь. Мне почему-то кажется, что это как-то связано либо с работой, либо с какими-то вашими увлечениями. В общем, этот мужчина взял курс на вас. Он будет вас соблазнять, он будет вас добиваться. Его цель — интимная близость с вами. Это его цель, это его главная цель. Ничего другого он дать не может, либо ни на что другое он не способен. Просто не способен. Да? Человек не может любить, не умеет любить. Либо ему это, в принципе, не нужно. Как-то живет без любви. Как-то живет, да. Смотрите, девчонки, этот мужчина, он очень хитрый. Опять же, у него очень много опыта в соблазнении женщин. И этот мужчина, он может пойти на любые меры, начиная от того, что прям наглую будет приставать, и заканчивая тем, что он вас будет жалобить, что вот я такой несчастный, я ногой одинокий, меня никто не любит. В общем, в таком плане. Гоните этого старого развратника от себя подальше, и тем более я вижу, что он женат. У него есть жена, у него есть семья. То есть как-то вот может рассказывать, что вот у меня жена стерва, она меня там ни разу не обняла, не поцеловала, я такой несчастный, там 100 лет живу, там никогда с женщиной не был. Бред будет вам рассказывать, вот вы не верьте и гоните его подальше. И еще, общение с этим мужчиной может подорвать вашу репутацию, либо бросить тень на вашу репутацию. Вот, лучше не надо, девчонки, лучше не надо, и даже просто как с другом общаться с ним тоже не надо. И не оставайтесь с ним наедине, ни в коем случае. Даже если там на улице снег идет, метель, а он говорит, давай я тебя подвезу, ни в коем случае не садитесь, иначе он может действительно приставать, причем, не буду об этом говорить, я лучше это закрою. Вот вас предупредили. Так, еще показали мужчину, который носится как угорелый. Я так понимаю, что это ваш мужчина, либо влюбленный в вас мужчина, либо ваш мужчина. Это может быть и сын, это может быть и отец. В общем, мужчина, тут голова в мыле, он пытается придумать, какой вам подарок купить. Либо он ищет что-то конкретное, чтобы купить вам в подарок. Тут на мужчину уже жалко смотреть. Он весь издергался, да, видно, вы что-то такое заказали, что трудно купить, либо трудно достать, либо оно закончилось, либо вы ничего не заказывали, но ему очень хочется подарить вам что-то хорошее, и он не знает, что конкретно, и вот он бегает по этим магазинам, пытается найти, у всех спрашивает, да, что подарить любимой женщине, что подарить дорогой маме, что подарить любимой сестре, там, любимой дочке. Ему там предлагают, он выбрать, наверное, не может. Слушайте, вы его пожалеете, вы его там как-нибудь
сориентируйте, подсказочку ему дайте. Ну, либо невзначай там оставьте открытым какой-нибудь там адрес магазина, где продается то, что вам нравится. Ну, какой-то намек, что ли, дайте. Ну, либо попросите кого-то из друзей, родственников, чтобы ему подсказали. А то он, бедный, прям уже измучился, не может для вас найти подарок. Ну, либо не знает, что дарить. И еще, мои хорошие, возможно, не у всех отыграется, но кому-то об этом очень важно знать. Здесь показывают женщину, которая как будто бы от вас свой приговор получила. Эта женщина, она, я так понимаю, что именно в магическом плане что-то делала. Какие-то ритуалы, обряды проводила, либо прибегала к магии, может быть, даже кладбищенской. Ну, явно это было что-то прям такое, знаете, черный посыл она вам делала. На вас это не отразилось, это не сработало. Либо, в принципе, ее обряд, он был очень неудачным, глупым, либо у вас очень сильная защита, и вы просто отбили этот негатив, который кидали именно на вас. Вот. Эта женщина сейчас в панике, в истерике, она не понимает, почему вас ничего не взяло, да почему с вами ничего не произошло. И у кого-то отыграется, что эта женщина, ее теперь переполняют какие-то предчувствия, и снятся ей очень страшные сны. Сны, которые предсказывают ей ее будущее. То есть необратимое, неотвратимое возмездие, которое ей прилетит за то, что она пошла на такие вот действия, да, за то, что она взяла грех на душу. Вот эта женщина, она сейчас в дикой панике, она не знает, что ей делать, ей хочется бежать к вам, просить у вас прощения, и тут же она такая, блин, это же я себя выдам, да, с потрохами, не могу. Она как бы ищет эту соломинку спасительную, да, чтобы выйти из этой ситуации, но ей уже ничего не поможет. Я вижу, что вы уже ее обрекли, что вы уже ее приговорили, даже на подсознательном уровне, да, на уровне эфира. Вот, и возмездие, бумеранг уже летит. Его уже не остановить. И я так понимаю, что этой женщине уже недолго осталось. Смотрите внимательно в вашем окружении, у кого произойдет драматическая история, у кого произойдет там какая-нибудь тяжелая травма, либо кто заболеет какой-то сложной болезнью, либо, может быть, даже в какую-то аварию попадет. Именно эта женщина желала вам зла, причем зла самого страшного. То есть она хотела вас сосвету жить. Это вам такая верная подсказка, верный знак. У нее ничего не получилось, а бумеранг уже полетел, и его уже не остановить. Вижу, что вы, когда узнаете, очень сильно разочаруетесь. Почему-то вы верили, что эта женщина хорошая, либо считали эту женщину очень хорошей. На самом деле, видите, какая вот неприятная история, да, какой неприятный поворот. Ну ладно, что есть, то есть, ничего не поделаешь. Главное, что вы будете целы и невредимы. Это самое главное. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.